стая собак. Здравствуйте! Я рада новой встрече с вами. Сегодня на уроке мы узнаем много интересного и нового. Здравствуйте, ты скажешь человеку. Здравствуй, улыбнется он в ответ. И, наверное, не пойдет в аптеку, и здоровым будет целый век. От нас многое зависит, ведь жизнь – это бумеранг. Сделал хорошее дело – вернется добром. Улыбнулся кому-то и начал цепочку добрых дел. Сейчас послушайте очень внимательно и подумайте, знакомы ли вам эти строчки. Крошка-сын к отцу пришел, и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. И тема нашего урока звучит так же, что такое хорошо и что такое плохо. Ребята, а вы как хотели бы поступать? Хорошо или плохо? Сегодня на уроке вспомним, как отвечать на вопрос «Кому?». Поговорим о том, как отличать хорошие поступки от плохих. Познакомимся с известным стихотворением «Что такое хорошо и что такое плохо?». А для того, чтобы узнать обо всем этом, нам понадобятся такие слова, как отметка, шуметь, поведение, радоваться, обрадоваться, подсказывать, подсказать. Отметка – это то, что вам ставит учитель в дневник или в журнал. 5, если вы ответили отлично. 4, если вы ответили хорошо. И так далее. Шуметь означает издавать сильный звук и громко разговаривать. Поведение – умение вести себя хорошо или плохо. Радоваться, обрадоваться, находиться в отличном настроении. Подсказывать, тихо и незаметно говорить кому-нибудь то, что он должен ответить. Подсказать – это сказать тихо один раз. Ну, начнем их применять в своей жизни. Например, чтобы правильно ответить на вопрос «Кому?», мы используем наши новые слова. Подсказывать кому? Например, однокласснице, папе. Подсказать кому? Другу. Радоваться кому? Одноклассникам. Разрешать кому? Детям. Обратите внимание, слова женского рода при ответе на вопрос «кому» имеют окончание «е». Однокласснице. Слова мужского рода при ответе на вопрос «кому» имеют окончание «у», «другу». Наверное, самые внимательные из вас сейчас подумали, а как же слово «папа»? Почему там в окончании «е», ведь это слово мужского рода? А сейчас я вам объясню. Если слова мужского рода заканчиваются на «а» или «я», например, папа, дедушка, дядя, то они изменяются как слова женского рода. А слова во множественном числе заканчиваются так: одноклассникам,
детям. Лучше всего, чтобы запомнить новые знания, это применить их немедленно. Сейчас вы ответите на вопросы по рисункам, которые будут появляться. Подарить кому? Бабушке. Сказать кому? Милиционеру. Показать кому? Например, дорогу. Туристу. Крикнуть кому? Собаке. Написать кому? Сестрам. Ответить кому? Учительнице. Помогать кому? Дедушке. Понравится кому? Детям. А теперь, ребята, нам надо вставить подходящие по смыслу слова в предложение. Слова-подсказки даны ниже. Сегодня я помог кому донести сумки? И смотрим в слова для справок. Можно помочь маме, бабушке, сестренке, дедушке. Я выбрала слово «бабушке». Она подсказала кому? Думаем. Я выбрала слово «однокласснику». Можно и сестренке, маме, бабушке, дедушке подсказать ответ. Асан рассказал кому сказку? Подумайте. Прочитайте внимательно. У меня ответ сестренке. Мы позвонили кому? У меня использованы слова бабушке, однокласснику, сестренке. Остались слова маме, учителю. И я выбрала слово учителю. Мы позвонили учителю. Папа подарил кому цветы? Папа подарил маме цветы. Вот какой у нас папа заботливый. А еще он очень добрый. Чтобы добрыми вы были, слов волшебных не забыли, чтобы добрыми словами говорили вы с друзьями. Сегодня на уроке мы познакомимся со стихотворением Владимира Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?». Крошка-сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Ребята, а как вы думаете, кто такой крошка-кроха? Это маленький ребенок, малыш. Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хорошо. А что такое зубной порошок? Это, по сути, зубная паста, только сухая. Его нужно намочить и потом пользоваться. Раньше были зубные порошки, а сейчас есть и зубные порошки, и зубная паста. Кто обычно любит мыло и зубной порошок? Тот, кто заботится о чистоте и думает о своем здоровье. И он поступает хорошо. Этот в грязь полез и рад, что грязна рубаха. Про такого говорят, он плохой,
Неряха. Кто такой неряха? Посмотрите на картинку. Да, это грязнуля, неаккуратный ребенок. А хорошо быть грязнулей, неряхой? Нет, конечно же, это плохо. Этот чистит валенки, моет сам галоши. Он хотя и маленький, но вполне хороший. Что делает этот мальчик? Чистит валенки, моет галоши. Назовите одним словом валенки и галоши. Да, правильно, обувь. Как мы назовем этого мальчика? Чистоплотным, аккуратным. Мальчик радостный пошел, и решила кроха: буду делать хорошо и не буду плохо. Что решил мальчик? Как он будет поступать? Он будет поступать хорошо и не будет плохо. Кому отец рассказывал о плохом и хорошем? Своему сыну, малышу, крохе. Какие примеры поведения отец назвал плохими? Когда мальчик в грязь полез и радовался тому, что рубашка грязная. Этот мальчик неряха, плохой. А какие примеры поведения отец назвал хорошими? Если чистит зубы, моет руки постоянно мылом, чистит обувь, аккуратным ходит. Помогает всем, кому нужна помощь. Ребята, а как вы думаете, какие поступки люди считают хорошими? Да, которые идут на пользу людям. Какие поступки можно назвать плохими? Которые вредят человеку. А теперь, ребята, внимательно рассмотрите рисунки. И давайте к этим рисункам подберем строчки из стихотворения. Первый рисунок. Мальчик собирается чистить зубы, и перед ним мыло стоит. Значит, подойдут вот эти строчки. Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хорошо. Второй рисунок. Мальчик сидит в грязи, в грязной рубашке. Значит, к этому рисунку подходят строчки. Этот в грязь полез и рад, что грязна рубаха. Про такого говорят: он плохой, неряха. И третий рисунок. Мальчик чистит обувь. И к нему подставляем строчки. Этот чистит валенки, моет сам галоши. Он хотя и маленький, но вполне хороший. Ребята, смотрите, у нас есть слова. Мы должны составить предложение. Вы готовы? У вас есть немного времени. Крошка сын к отцу пришел. Молодцы. Вторая группа слов. Мальчик любит мыло и зубной порошок. Следующая группа слов. Этот
в грязь полез и рад, что грязна рубаха. И последняя группа слов. И у вас немного времени. Мальчик радостный пошел и решил хорошим быть. Молодцы! А в этом задании мы должны выполнить тест. Насколько же мы запомнили наше стихотворение? Крошка-сын пришел а. к дедушке, б. к маме, в. к отцу. Так к кому же пришел крошка-сын? Он пришел к отцу. Вариант В. Следующее предложение. И спросила кроха: а что такое хорошо и что такое плохо? Б. Что такое хороший и что такое плохой? В. Что такое отлично и что такое плохо? Вспоминайте. Выигрывают те, кто выбрал вариант А. И спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Следующее предложение. Этот в грязь полез и рад. А. Что чиста рубаха. Б. Что грязна рубаха. В. Что красивая рубаха. Думаем, вспоминаем. И, конечно же, вариант Б. Что грязна рубаха. Ну и последнее предложение. Этот чистит и моет А. валенки, галоши, Б. сапожки, валенки, В. туфли, галоши. Так какой же вариант? Вариант А. Этот чистит валенки и моет галоши. Молодцы! Давайте поиграем в игру. Определите, плохо дети поступают или хорошо. Как вы думаете, что они делают? Правильно, они слушают гимн. Когда исполняется гимн, руку ставим на сердце и стоим прямо. Они поступают хорошо. Уступать место старшим – это хорошо или плохо? Как вы думаете? Конечно же, хорошо. Рисовать на стене, рвать книжку, комнату держать в беспорядке – это, конечно же, плохо. Помогать близким людям или, если тебя попросили, это хорошо. А шуметь на уроке – это хорошо или плохо? Конечно же, плохо. Заниматься спортом – это хорошо. Выбегать на проезжую часть дороги, играть на дороге с мячом – это плохо. Ухаживать за комнатными цветами, помогать на огороде – это хорошо. Читать познавательные книжки и делиться знаниями – это плохо или хорошо? Конечно же, хорошо. И я думаю, каждый из вас поступает хорошо, ведь вы учитесь, получаете знания. Итак, ребята, сегодня на уроке
мы с вами вспомнили, как отвечать на вопрос «кому?». Поговорили о том, как отличать хорошие поступки от плохих. Познакомились с известным стихотворением «Что такое хорошо и что такое плохо?». На этом наш урок подошел к концу. До новых встреч у телеэкрана.